Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с утром Якутии на телеканале Якутия-24. Вновь мы готовы вам всем пожелать отличного дня, хорошего настроения и попытаться зарядить вас бодростью, энергией на весь предстоящий день, чтобы все у вас, все, что вы планируете, конечно же, обязательно получилось, а может быть даже и переполучилось в плане того, что сделаете больше, чем хотели. Ну, разве это будет не прекрасно? Ну и, пользуясь случаем, конечно, как всегда напоминаю, что помимо того, что можно вместе с нами встречать утро, можно и весь день с нами также проводить благодаря нашему телеграм-каналу, куда вы можете подписаться и следить за всеми событиями, которые там тоже происходят, потому что помимо там очень много там того, что в эфир даже не попадает. Тем не менее, в течение дня можно за всем этим следить и, опять же, поднимать себе настроение. Разве ли это не прекрасно? На календаре 27 августа, день недели, среда, и по традиции начнем, конечно же, с информации о том, что у нас сегодня за окном происходит. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 15 до плюс 26. В заречной группе 14-26 со знаком плюс, в южных 14-16 градусов тепла. В Вилюйской группе от плюс 14 до плюс 25. В Нижнеленских от плюс 14 до плюс 25, аналогично Вилюйской группе. В западных районах от плюс 13 до плюс 18. В Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 7 до плюс 21, в Янских от плюс 11 до плюс 22, на северо-западе плюс 9, плюс 20. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 7 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается пасмурная погода, ветер восточный 3 метра в секунду, а температура воздуха будет держаться в диапазоне от плюс 15 до плюс 25. Что ж, осень подступает, ну и, в принципе, неудивительно, да, календарное лето уже буквально, на этой неделе оно и заканчивается. Воскресным днем будет ознаменован конец лета 2025 года. Поэтому успевайте, если уж и не теплую погоду, то хотя бы просто летнее какое-то настроение еще поймать за последние оставшиеся дни. Ну а мы прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы, они расскажут о последних новостях. Доброе утро. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. В рамках Восточного экономического форума 3 сентября состоится форум креативных индустрий. Его главная тема – идеи как экономика, креатив как ресурс развития регионов и стран. В связи с этим президент страны в ходе пленарного заседания ПМФ-2025 поручил создать долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта. Органами службы занятости республики продолжается работа по содействию в трудоустройстве участников СВО и членов их семей. На сегодняшний день на работу устроено 200 человек, включая 51 военнослужащего. В рамках обучения образования получают 17 человек. Кроме этого, 2 меры господдержки реализуются в рамках национального проекта «Кадры». Первая из них – стимулирование найма отдельных категорий граждан. Выплата производится по истечении 1, 3 и 6 месяцев работы трудоустроенного гражданина. И второе мероприятие – это поддержка работодателей, создающих рабочие места для инвалидов. Данная программа предусматривает компенсации до 200 тысяч рублей за оборудование рабочего места для инвалидов 1 и 2 групп, а также ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность. При этом возмещаются расходы на приобретение оборудования, монтаж, установку приобретенного оборудования, а также на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов по месту проживания или так называемый надомный труд. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников собрал подрядчиков, строящих дома для переселенцев из аварийного жилья с отставанием от графика. На совещании с участием ответственных структур разработали каждый отдельный случай и определили дальнейшие действия для скорейшей сдачи объектов. Дмитрий Садовников отметил необходимость усиления контроля со стороны профильных органов и налаживания взаимодействия с подрядными организациями. Мы приняли сейчас ряд мер, чтобы застройщики приняли уже окончательное решение о том, что
как они будут усилять свою работу по привлечению дополнительных средств, чтобы закупить материалы, а также успешно завершить строительство объектов. Есть, конечно, моменты, по которым объекты, которые не имеют, так скажем, значительных перспектив, по ним уже будут приниматься отдельные решения. К сожалению, сейчас уже времени не осталось, чтобы их ждать. Аналитики узнали траты россиян на повседневные покупки. По данным Сбера, на ежедневные траты, например, на кофе, перекусы и поездки на такси, граждане в среднем тратят около 47 тысяч рублей в год, а самые активные – более 120 тысяч. Чаще всего деньги уходят на продукты, кафе и рестораны, транспорт, цифровые подписки и аптеки. В среднем россиянин делает 20 микропокупок в месяц, средний чек – 193 рубля. А знаете, что самое замечательное в утренней зарядке? Она способна превратить даже самый пасмурный день в яркое приключение. Представьте себе, первые лучи солнца только начинают пробиваться в окно, а вы уже полны энергии и готовы покорять мир. Всего 15-20 минут простых упражнений могут сотворить настоящее чудо с вашим телом и настроением. Утренняя зарядка – это не просто набор движений, это настоящий ритуал пробуждения. Даже если раньше вы не занимались спортом, сегодня идеальный день, чтобы сделать первый шаг к здоровому образу жизни. Ну а наш спортивный инструктор, как всегда, подготовил комплекс простых, но эффективных упражнений, которые помогут начать день правильно. Следующий тренажер на воркаут-площадке – это скамья для жима от груди. Это хороший тренажер для проработки грудных мышц. На каждом тренажере мы можем выбрать вес по уровню физической подготовки. На данном тренажере у нас идет градация от 1 до 10. Внизу находится ключик, который откручивается, и тренажер мы начинаем подтягивать наш утяжелитель. Выбираем, допустим, цифру 5, зафиксировали, подкрутили ключик для укрепления веса, и наш вес не болтается. Соответственно, у нас средний вес отягощения. В этом тренажере важно соблюдать 3 точки опоры. Это ягодица, ягодичная область, стопы и лопатки. Беремся за поручни, локти четко направлены вниз, локти 90 градусов, спина слегка имеет прогиб в поясничном отделе. Делаем вдох, на выдохе мы вытягиваем руки вверх, на вдохе мы тянем руки вниз. То есть выполняем жим от груди. Вдох, на выдохе выполнили жим. Но работаем не только руками, здесь работает весь корпус, поэтому у нас есть 3 точки опоры. Это ягодичная область, стопы и лопаточная область. Выдох. Выполняем 15 повторений по 3 подхода. Еще 4, 3, 2, 1. Следующий тренажер для выполнения становой тяги, румынской тяги и классической тяги. Я покажу вам выполнение румынской тяги. Ноги ставим на ширине плеч, коленочки у нас мягкие, то есть слегка согнуты в коленных суставах. Мы сначала приседаем, чтобы не травмировать поясничный отдел, и берем наш тренажер. Делаем вдох, ягодицы, поясничный отдел оттягиваем назад. Соответственно, корпус у нас наклонился. Сжимая заднюю поверхность бедра и ягодичную мышцу, мы выполняем разгибание нашего корпуса. Вдох, сгибаемся, на выдохе разгибаемся. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Важно шейный отдел держать прямым. Ни в коем случае не переразгибать шею. Не должно быть такого. Вдох, выдох. Также сели, положили наш тренажер. В упражнении рычажная тяга также есть выбор веса по уровню физической подготовки. Здесь снизу мы также откручиваем наш крючек и начинаем подтягивать вес. Очень важно подобрать правильно вес, чтобы не травмироваться. Здесь у нас идет градация от 1 до 10. Чем меньше цифра, тем тяжелее. Чем больше, тем легче.
пододвинули, зафиксировали ключик, хорошенько его затянули. Главные ошибки при выполнении данного упражнения – это колено 90 градусов, либо колено выходит за стопу. Важно, чтобы колено было на уровне большого пальца. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Также держать четко зафиксирован наш поясничный отдел. Животик подтянут. Выдох. На данном тренажере также можно выбрать вес. Также мы откручиваем наш ключик и начинаем подтягивать вес. Чем ближе к десятке, тем тяжелее. Чем меньше вес, чем меньше цифры, тем легче. И зафиксировали. Кстати, к вопросу о том, чтобы успеть поймать последние дни лета, почему бы не позаниматься на свежем воздухе. Вот отличный пример только что нам продемонстрировали. Ну а мы двигаемся дальше. В современном мире интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый день миллионы людей делятся друг с другом фотографиями, видео, текстами и, конечно же, мемами. Мемы – это особый вид интернет-контента, который объединяет в себе юмор, социальные комментарии, визуальные образы. Они стали универсальным языком общения в сети, способным передать сложные идеи простыми и понятными образами. История мемов началась с простых картинок с подписями, но со временем они эволюционировали в настоящий феномен массовой культуры. Сегодня мемы затрагивают все сферы жизни, от политики до повседневных ситуаций, от научных открытий до бытовых проблем. Они помогают людям выражать эмоции, делиться опытом и находить единомышленников по всему миру. И знаете что? Сегодня отмечаем праздник, посвященный этому удивительному явлению современной культуры – День мема. И в преддверии этого дня мы поинтересовались у горожан об их любимых мемах. Здравствуйте, можете сказать ваш любимый мем? Здравствуйте. Мой любимый мем – это когда якуты в любой непонятной ситуации алгастах аладжи. Да. Толик – это подъезд. Толик, это подъезд. Мой любимый мем – это Доги. Доги. Ну, доги. Ну, собака. Есть же Сибаину. уже сырды валла да. Аябан жестко утуял бы пунды. В общем, сегодня отличный повод вспомнить самые яркие мемы последнего времени и, возможно, создать что-то новое, что войдет в историю интернет-культуры. А пока вы раздумываете над потенциальной возможностью создать свой мем, давайте узнаем и о других праздничных и важных датах сегодняшнего дня. На календаре 27 августа. Сегодня День российского кино. Международный день бокса. По народному календарю Михей Тиховей. Тиховеем этот день прозвали на Руси, потому что было принято наблюдать за ветром. Если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен, следует ждать ненастья. Этот день в истории. В 1919 году правительство Советской России приняло декрет о национализации всего кинодела в стране. В 1940 году продемонстрирована первая система цветного телевидения, пригодная для практического применения. В 1940 году вышел в свет первый экземпляр книги рекордов Гиннесса. А в 1966 году в этот день английский путешественник в одиночку отправился в кругосветное плавание на яхте. В этот день родились Герман Вайнгартнер, немецкий гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион. Теодор Драйзер, американский писатель, общественный деятель. Петр Врангель, русский военный политический деятель, один из руководителей Белого движения. Фаина Раневская, советская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза. Линдон Джонсон, 36-й президент США, государственный политический деятель. Любовь Баранова, Козырева, советская лыжница, олимпийская чемпионка. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен и Федор.
Как уже было сказано ранее, 27 августа вся Россия отмечает День российского кино. Праздник, который объединяет творцов и ценителей кинематографа. В этот день в 1919 году был подписан исторический декрет о национализации кинодела в стране, положивший начало развитию отечественной киноиндустрии. Сегодня российская киноиндустрия находится на подъеме. Отечественные фильмы успешно конкурируют на международном рынке, а молодые таланты продолжают развивать традиции классического кинематографа, привнося в него новые идеи и технологии. И сегодня мы беседуем с выдающимся деятелем якутского кинематографа. У нас в студии режиссер, художественный руководитель Саха-фильма, заслуженный деятель искусств Якутии, член российских киноакадемий «Золотой орел» и «Ника» Алексей Семенович Романов. Алексей Семенович, доброе утро. Доброе утро. С праздником вас в первую очередь. Спасибо. Вот. Ну и расскажите, наверное, какие моменты вашей жизни повлияли на выбор профессии, связать себя с кинематографом? Ну, возможно, я в детстве, во-первых, много читал литературу, да. Во-вторых, значит, у нас был театральный кружок в школе. И в-третьих, мы часто ходили в клуб смотреть кино. И, возможно, это как-то осталось в душе. И когда я выбирал профессию, я хотел сначала стать артистом, но потом почему-то все-таки передумал и решил стать кинорежиссером. А вот спустя годы не найдена причина, почему передумали, именно в режиссеры пошли? Дело в том, что я сначала, окончив театральный институт, то есть театральное отделение, да, должен был стать театральным режиссером. Но когда поставил дипломный спектакль, я понял, что это немножко не то, что я хотел. И все-таки вот пришел к тому, что надо поступить в ВГИК. Вот. Ну вот до начала, за кадром, как мы это любим говорить, да, немножко пообщались, а вот нет ли предпосылок появления, с учетом того, что якутский кинематограф сейчас тоже еще на большем, наверное, подъеме, чем российский в общем, да, а нет ли идеи создания отдельного праздника День якутского кино? Ну, мы такой вопрос тоже обдумывали. Дело в том, что у нас вначале был создан творческий объединение «Северфильм» в апреле 91-го года. Ой, 90-го года. И поэтому хотели, чтобы этот день стал для кинематографистов Якутии Днем якутского кино. Вот. Но мы это письмо написали министру культуры. Надеемся, что этот вопрос будет поставлен. И надеемся, что это будет учреждено. Потому что все-таки якутское кино уже сегодня в России известно, и в мире известно. И мы должны иметь свою, ну, как бы, свою знаменательную дату. Да. Вот говоря про 90-й год, «Северфильм» — это первая фактически киностудия в республике. Сегодня у нас есть Саха-фильм, который вытек из «Северфильма». Можете небольшой нам экскурс в историю, да, как вот происходило становление первой киностудии в Якутии? Вы знаете, когда я сидел в ВГИКе в 3-м курсе, смотрел «Красную бороду» Куросавы, вдруг я понял, что почему у нас и у якутов нету своего кино. И решил, что вернусь обязательно после окончания в Якутию и буду создавать киностудию. Но я тогда не осознал, что это очень авантюрная идея в то время, потому что у нас страна развалилась, было очень трудно. Я потерял где-то, наверное, года 3, чтобы вот это творческое объединение «Северфильм» создать. Вот. Ну, наконец-то нас поддержали. Совет министров Якутии издал постановление, и было создано творческое объединение. Ну, а потом, через 2 года, наш первый президент Михаил Николаев издал указ, чтобы на основе этого «Северфильма» создать уже государственную кинокомпанию. А Саха-фильм уже выступил как локомотив развития якутского кино, потому что, во-первых, мы начали готовить специалистов, во-вторых, когда появились уже частные студии, мы поддерживали их и кадрами, и техникой. Да? 90% фильмов, которые созданы в Якутии, они созданы при поддержке Саха-фильма. Вот. Поэтому Саха-фильм на сегодня является ведущей киностудией всего Дальнего Востока. Даже так? Да, потому что производство в полном цикле, да? Когда от сценария начинается и заканчивается уже готовой продукцией. Вот, поэтому после Урала у нас такой киностудии нету. И Саха-фильм сегодня стал уже таким студией, которая известна не только в России, но и далеко за пределами, можно сказать, России,
поскольку за последние 10 лет, наверное, она завоевала уже 58, что ли, 58 у нас призов, из них где-то около 20 гран-при. Известных уже мировых даже международных уровней, да, фестивалях. Ага. Вот. Но говоря про ваш опыт, да, насколько я знаю, вы в разных киношколах обучались, престижных в том числе. Какие вот уроки, полученные там, больше всего пригодились в профессиональной деятельности? Конечно, эта профессия очень сложная, да, во-первых, технологичная, да, во-вторых, нужно пройти очень много, как бы, процессов и работать с разными специалистами, да, в своей сфере, вот, знать технологии и, конечно же, все законы кино, как создается кино, да, поэтому без образования трудно, но есть, конечно, у нас прецеденты, когда наши ребята становятся кинорежиссерами через производство. То есть они проходят там ассистентами, монтажерами, там, администраторами. Полный путь становления. Да, вот как Люба Борисова, Степа Бурнашов, Дмитрий Давыдов, да, которые именно через производство пришли в кино и стали известными режиссерами. То есть всю эту кухню изучили, грубо говоря, на своем... Да, потому что производство — это тоже как бы учеба одновременно. Тем более эти ребята сами тоже теоретически-то учатся, читают, изучают, смотрят, да, кино там и так далее. Поэтому я бы хотел посоветовать молодым кинематографистам: нельзя стоять на месте, потому что, во-первых, технологии очень быстро развиваются, да. Я вот лично, даже как опытный режиссер, все равно не стою на месте, постоянно слежу, куда двигается кино, да. Вот искусственный интеллект появился теперь, да, и теперь надо понимать, что делать с этим искусственным интеллектом в нашем кинопроизводстве, да. Вот, поэтому это такое постоянная учеба, постоянное слежение, как происходит, что происходит и куда двигаться, и что снимать. Ну вот говоря про постоянное движение, и вот хотелось бы подойти к вопросу, вот на ваш взгляд, как видите движение, оно же есть, развитие якутского кино в дальнейшем? Ну, во-первых, у нас при поддержке главы и президента России у нас намечается, планируется строительство многофункционального кинопавильона. Надеемся, этот проект будет в конце концов реализован. И это будет центр такой, киновизуальный центр всего Дальнего Востока. Вот. Во-вторых, конечно, мы не стоим на месте. Вот 29-го у нас будет ассоциация кинематографистов, где соберутся все представители креативной индустрии, особенно в кино, и будем уже обсуждать, как вообще развивать в дальнейшем кино, да, потому что есть определенные проблемы, есть определенные вопросы, и нужно думать, как вот в нашей ситуации, в нашем как бы положении двигаться дальше. Вот. Ну и завершая нашу беседу, как раз последние минута у нас остается, я предлагаю вам поздравить ваших коллег по цеху, потому что, ну, все-таки это ваш праздник, и это праздник, ну, прекрасной такой сферы, интересный. Да, обязательно хочу поздравить наших кинематографистов с этим знаменательным событием, потому что никогда не надо теряться, всегда терпеть все трудности и двигаться вперед. Самое главное — двигаться вперед и создавать какие-то новые кинопроекты. Алексей Семенович, я вас тоже еще раз поздравляю с праздником, ну и желаю дальнейших успехов в развитии кинематографа, не только, может быть, якутского, вообще в целом, почему бы и нет. Все-таки, мне кажется, киномир, он объединяет, он не делится на какие-то там страны и так далее, он объединяет всех людей, связанных с кинематографом во всем мире. Спасибо. Вот. Ну а мы сейчас перенесемся на улицы нашей столицы. Наверное, каждый человек хотя бы раз в своей жизни задумывался о смысле названия тех улиц, по которым он ходит, спешит на работу, в школу. Задавался вопросом, почему вот именно так они названы. Одно дело просто гулять по каким-то улицам, совсем другое — по улицам, чью историю знаешь, мимо домов, где жили интересные люди. Приветствую вас, дорогие телезрители. Сейчас мы находимся на улице Петровского. Она имеет протяженность
около 1,5 километров и начинается от перекрестка с проспектом Ленина и до перекрестка с улицы Чайковского. Раньше, до Октябрьской революции 1917 года, она называлась Правленской в связи с расположением на ней городского управления. Сейчас на этом месте находится театр оперы и балета. В Якутске в 1916-1917 годах в ссылке за революционную деятельность пребывал большевик Григорий Иванович Петровский. После февральской революции он был освобожден, стал комиссаром Якутии и председателем городского комитета по гражданской безопасности. Но уже в июле был переведен из Якутска на Донбасс, где работал в партийных органах. Раньше улица Петровского проходила не до проспекта Ленина, а до реального училища, где находился дом-музей Григория Ивановича. В 1970-х годах он был снесен. На улице Петровского находится много интересных зданий. Например, Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, галерея зарубежного искусства, которая ранее была якутским казначейством, театр оперы и балета, Институт проблем малочисленных народов Севера. Улица Петровского имеет очень интересную историю. Раньше она называлась по-другому и была длиннее. На сегодня у меня все. До новых встреч! Теперь перейдем к увлекательному миру якутского языка. Знаете ли вы, что звучание многих якутских топонимов тесно связано с особенностями фонетики? И сегодня в нашей рубрике мы поговорим о дифтонгах, уникальных звуковых сочетаниях, которые делают якутский язык таким мелодичным и неповторимым. Аламай күнінен күнді дағыттыр. Әхеге сахатылын үйретер тәттік берini көрәғыт. Только что вы услышали якутскую речь и наверняка заметили ее особенность. Аня, как тебе кажется, как воспринимается якутский язык на слух? Я думаю, что он певучий. Интересно, а почему он так воспринимается? Как ты думаешь? Наверное, потому что там очень много гласных звуков. Верно. В якутском языке наряду с краткими гласными присутствуют долгие гласные и дифтонги. Давайте вспомним их и повторим. Что такое дифтонг? Аня, ты знаешь? Нет. Дифтонг – это сочетание двух гласных звуков, которые воспринимаются как один. В якутском языке 4 дифтонга. Слушаем и повторяем. И А равно Ыа. 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 У и О равно О. 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 Не О, а сначала У и О сразу. О. Молодец. И равно Е. Е. Молодец. И равно Ө. Молодец. У тебя отлично получается. Теперь научимся произносить наши дифтонги в отдельных словах. С дифтонгом «ы» слушаем и повторяем. Ыс. Ыс. Лм. Лм. Лых. Лах. Ыгых. Ыгах. Молодец. Теперь с дифтонгом «о». Ос. Ос. Он. Он. Сох. Сох. Сугох. Сугох. Идем дальше с дифтонгом «е». Ес. Ес. Ен. Ен. Сех. Сех. Килеп. Килеп. С дифтонгом «ө». Өс. Өс. Өн. Өн. Сөр. Сөр. Ütör. Ütör. Отлично. Наша Аня уже произносит без акцента. Это большой успех. Итак, мы повторили гласные звуки якутского языка. Хочу отметить, что знание якутского языка благотворно влияет на изучение других иностранных слов. Керсех Хадери. Керсех Хадери.
Здоровье – это бесценный дар, который мы должны беречь каждый день. И сегодня в рубрике «Мой доктор» поговорим о важнейшем элементе, который помогает нашему организму оставаться сильным и здоровым. Витамин D часто называют солнечным витамином, и не зря он играет ключевую роль в поддержании иммунитета и здоровья костей. А далее узнаем, как правильно получать этот важный элемент, какие продукты богаты витамином D и как избежать его дефицита, особенно в условиях короткого светового дня. Доброе утро! Витамин D вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетового излучения солнца, а также поступает в наш организм в пище. Это жирная рыба, обогащенные молочные продукты или биологически активные добавки. Витамин D играет важную роль в балансе кальция и фосфора в организме, влияя на рост и обновление костей. Он также влияет и на другие физиологические процессы в организме, такие как регуляция клеточного роста, нервно-мышечной проводимости, иммунитета и воспалительных реакций. Рахит встречается во всех странах, но особенно часто в северных районах, где отмечается недостаток солнечного света. Дети, рожденные осенью и зимой, болеют рахитом чаще и тяжелее. Рахит характеризуется отсроченным прорезыванием зубов и закрытием большого родничка. Специфическая деформация костей – это рахитические четки, браслеты. Снижением мышечного тонуса дети начинают позже держать головку, садиться, ходить. Повышенной раздражительностью, плаксивостью, потливостью. Обычно младенцам до года назначают 400 международных единиц. Детям в возрасте от 1 года до 3 лет – 1500 международных единиц в сутки, и от 3 до 18 лет – 1000 международных единиц в сутки. Лечебная доза витамина D – это 2000 международных единиц в сутки. Но ее назначает только врач, так как при повышении этой дозы могут возникнуть осложнения. Это запоры, утомляемость, головные боли, нарушение почечного обмена и другие осложнения. Будьте здоровы! Вот богат ли витамином D продукт, о котором поговорим далее, мы не уверены, но то, что он полезнее аналогов, это точно. Среди огромного количества напитков широкой популярностью, особенно в летний период, пользуется квас. На сегодняшний день в магазинах реализуются квасные напитки, которые ничего общего с натуральным квасом не имеют. Соответственно, никакой пользы они не несут. А вот как производят вкусный, но при этом полезный квас, узнаем далее. Квас – это уникальный русский напиток, прекрасно утоляющий жажду. Изобретен славянами еще в прошлом тысячелетии. Он имеет неповторимый освежающий вкус на основе живого брожения. Что же влияет на вкус кваса? Чем он полезен и зачем же квасу бродить? Давайте разбираться. Технология квасоварения не так проста, как кажется на первый взгляд. Это трудоемкий процесс, состоящий из варки, превращения солода в концентрат сусла, определенного времени для брожения дрожжей. Принцип производства напитков разный у всех производителей. Отличается он совсем немного. Но главное во вкусе кваса дает именно вода. Первым делом любой квас отправляют в систему очистки воды. Забор воды производится на уровне 250 метров. Да? Поступает вода через водоподготовку, проходит многоступенчатую очистку, да? И после этого дополнительно минерализуется на каждый состав воды, да? То есть на квас другой состав воды. Из сердца завода квас отправляют в небольшую операторскую, где за мониторами следят за процессом варки квасного сусла. Основа будущего кваса. За окошком видны и главные действующие аппараты этого действа. Это 4 огромных чана с уходящими в потолок трубами. Мы набираем воду, вот сусловарочный котел, набираем воду. Идет обогрев до 100 градусов. Сюда мы засыпаем квасное сусло, добавляем сахар и потом перекачиваем в бродящий танк. В бродильный танк поступает сусло, потом здесь сюда добавляем дрожжи, все это сбраживается, потом идет на фильтрацию. Ну, там 2 дня бродит, потом фильтруем. Это отделение фильтрации, здесь уже отдельные люди работают, фильтровальщики. Потом подается в цех. Здесь мы смотрим
за всеми параметрами следим. Температура, давление, пар какой у нас подается, воздух должен соответствовать нормам. Качество кваса определяют по внешнему виду, цвету, вкусу, аромату, температуре, которые должны соответствовать установленным требованиям. При оценке физико-химических показателей определяют массовую долю сухих веществ, кислотность, содержание двуокиси углерода. Кислотность влияет на вкусовые свойства. Недостаточно или излишне кислый квас неприятен и на вкус, по этому показателю судят о правильности ведения технологического процесса. Вот такой вот долгий и нелегкий путь проходит напиток, прежде чем попасть на полки магазинов. Живой квас – это напиток брожения, сделанный на основе закваски и только на натуральных ингредиентах. А что же известно о лечебных свойствах кваса? В его состав входят помимо микроэлементов и витаминов В, В2, ПП, молочной кислоты более 10 аминокислот, из которых 8 незаменимы для человека. Кроме того, серия опытов, проведенных еще в 1913 году, показала, что квас – это территория гибели для паратифозных и тифозных микроорганизмов, а в целом напиток обладает отличными бактерицидными свойствами, так что пить его можно не только летом, чтобы охладиться, но и в любое время года. Ну, а мы плавно переходим к миру, который нас окружает. Многие хищные животные представляют опасность для человека и животных поменьше. Но хищными бывают не только звери. Существует ряд хищных растений. Об одном из таких далее расскажет рубрика «Сад-огород». Доброе утро! Из серии «Экзотические растения». В нашей рубрике я хочу показать вот такие экзотические растения. Это венерина мухоловка. Это очень интересное растение. Он вырабатывает специальные ферменты, которые привлекают мух, насекомых других. Да? Видите, вот здесь у них есть реснички. Растения-хищники известны тем, что они у себя на родине растут в очень бедных почвах. Поэтому они вынуждены перейти на белковое питание. Питаются насекомыми, мухами, мошками. Это растение называется непентhes крылатый или кувшиночник. Вот у него есть кувшинка. Сюда забегает насекомое, и кувшинка закрывается. Такое же хищное растение, сарацения желтая. То же самое вот здесь у нас есть ловушки. Сюда залетают насекомые, и все. Они там остаются и питаются сарацения ими. Также есть всем известная росянка. Видите, у него есть как бы реснички такие. И здесь у нас он собирает мошки. Мошки и переваривает их. Это очень вот такие экзотические растения. В домашних условиях венерину мухоловку можно держать чисто для экспериментов, для детей. Если растение голодное, то оно здесь бывает красное. А если это зеленое, то оно сытое. Но обычно это венерина мухоловка зимой уходит на покой, поэтому ее перекармливать не надо. В случае, если ловушка становится красной, значит она голодная, и туда можно положить муху, но муху живую, чтобы она двигалась. И тогда ловушка захлопнется, и несколько дней, даже месяц может переваривать эту муху. Необычный туристический проект появился в Ярославле. Семья Исаенковых превратила старые иностранные автобусы в настоящий винтажный транспорт для экскурсий по городу. Прямо сейчас по улицам старинного города, входящего в Золотое кольцо России, курсирует раритетный шведский Scania, а в мастерской автор проекта «Ретро-вояж» Сергей Исаенков колдует над югославским автобусом 80-х годов. История началась 10 лет назад, когда Сергей, опытный мастер по реставрации транспорта, приобрел свой первый раритетный автобус. Целый год он вместе с командой из 9 специалистов буквально по крупицам восстанавливал машину, и вот теперь 2 красочных ретро-автобуса возят туристов по Ярославлю, а еще 3 готовятся к выходу на маршруты. Впечатления у всех потрясающие, туристы в восторге от атмосферы прошлого. Как поделилась одна из пассажирок Илона Ильина, в таких автобусах даже экскурсия воспринимается по-особенному. Особенно умиляют старинные кресла, совсем не по размеру современным
людям. Сейчас Сергей работает над особым проектом стилизации автобуса «Дубрава» в стиле Олимпиады 80-го года. На бортах появится изображение Кремля, Олимпийских колец и всеми любимого Мишки. Так что скоро ярославские туристы смогут отправиться в путешествие не только во времени, но и в пространстве великих спортивных событий. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. А мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Фонд «Защитники Отечества» продолжает работу по поддержке участников СВО. Основным направлением деятельности является содействие в трудоустройстве ветеранов боевых действий, уволенных с военной службы бойцов и членов семьи погибших военнослужащих. Проводятся ярмарки вакансий, ежедневные консультации граждан по разным вопросам. В октябре фонд планирует реализацию образовательного проекта для участников СВО «Свое дело 14». Для уволенных с военной службы ветеранов боевых действий объявлен набор в федеральный образовательный проект «Школа фермера», который реализуется Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Программа предлагает профессиональное обучение агробизнесу, разработку и защиту бизнес-плана, получение документов государственного образца, возможность получения гранта на развитие своего хозяйства. Заявки принимаются до 5 сентября текущего года через социальных координаторов. Первую в мире нейросеть для комплексной оценки развития мозга новорожденных детей разработали в России. Сервис помогает врачам за несколько минут выявлять болезни центральной нервной системы. В первую очередь его можно применять как вспомогательный инструмент при подозрении на ДЦП. Технологию разработали специалисты из Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, а также студенты школы анализа данных Яндекса. К финишной прямой подошло строительство первой смарт-поликлиники Якутии. Его готовность составляет 93%. На сегодняшний день в больнице ведутся работы по установке медицинского оборудования, благоустройству территорий и отделке. Смарт-поликлиника станет одним из самых крупных объектов здравоохранения республики. С ее вводом охват пациентов городской больницы номер 2 будет увеличен с 43 до 45 тысяч человек. Данная поликлиника будет отвечать всем современным требованиям. Почему смарт? Потому что здесь все коммуникации, в том числе и как электроснабжение, теплоснабжение, пожарной безопасности и так далее, вся система будет автоматизирована. Русский театр готовится к открытию 135-го театрального сезона. Традиционно перед открытием происходит общий сбор труппы, во время которого администрация театра знакомит всех с планами и задачами на предстоящий сезон. Зрители смогут увидеть полюбившиеся постановки, такие как «Старший сын», «Темная история», «На семи ветрах» и многие другие. А так, любителей театрального искусства ждет несколько премьер, череду которых откроет постановка, посвященная Александру Невскому. Получили грант на постановку. Эта постановка рассчитана на современную драматургию, патриотической направленности в этот раз. Мы, недолго думая, взяли материал о Александре Невском. Фигура очень значительна в нашей истории. Я думаю, что материал, который мы хотим взять, это автор наш земляк Сергей Прачев. Это будет основа, скажем так, некая такая канва, вокруг чего мы будем уже, как говорится, строить спектакль. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Совсем недавно команда якутских школьников вернулась с впечатляющими победами в финале всероссийского проекта «Вызов первых», который проходил в Красноярске. Наши юные спортсмены показали блестящий результат, завоевав 6 медалей в общекомандном зачете. И сегодня у нас в студии Евгений Балыков, опытный наставник, учитель физкультуры школы номер 10 города Якутска, подготовивший такую победоносную команду, и Алена Череватая, ученица 9 класса, участница команды «Точно в десятку». Доброе утро.
Ну, во-первых, поздравляю, во-вторых, сразу перейдем к делу. Вообще, как началась подготовка вот к этим соревнованиям, потому что явно это не собрали чемоданы, уехали, завоевали много медалей. То есть была какая-то планомерная подготовка, какие тренировки больше всего, наверное, помогли достичь такого результата? Ну, сама подготовка началась изначально у нас с первого этапа соревнований. Это муниципальный городской этап был. Мы еще с апреля начали уже готовиться, формировать команды, проводить тренировки. Прямо на уроках проводили определенные испытания по тем или иным дисциплинам. Вот, как бы работа большая была проделана. Эти соревнования проходили в несколько этапов: городской, региональный. И вот победители регионального вышли на всероссийский финал. Ну, то есть ваша команда, получается? Не только наша команда. А несколько команд? Да. Ага. Всего, получается, движение первых – это относительно молодое движение сейчас, и они проводят, у них несколько проектов. И один из этих проектов – это самый спортивный «Вызов первых» называется. В этом проекте принимают участие в 4 возрастных группах школьников. Помимо этого, в этом году еще задействовали специализированные школы, то есть коррекционные школы. Алена, вопрос к тебе. Я так понимаю, тоже участвовала, ездила. Твои впечатления, наверное, потому что, ну, мы вот слышим соревнования, там с высоты взрослых людей тоже что-то вот произошло. А когда ты внутри находишься, это совсем другое. Это же ты даже порой не в первую очередь там на какие-то соревнования смотришь, ты больше смотришь на других людей, на какую-то вот эту атмосферу общения, дружбы и так далее. Как оно вот было там внутри? Было очень много волнений, мы очень переживали. Нас поддерживал вот наш учитель физкультуры. И получается, когда ты находишься там уже ты ощущаешь другую как бы атмосферу. Ты вот не то, что смотришь как бы там с трибун, ты ощущаешь другую, типа, вот как-то, я не знаю, другие атмосферу. Эмоции. Да, другие эмоции сразу становятся. Вот так. Евгений, получается, вот было подчеркнуто, да, что была поддержка, оказывалась. Как поддерживали, помогали своим подопечным? Ну, в первую очередь, конечно, поддержка от нашей школы. Нас очень сильно педагогический коллектив поддерживал. Родители очень большую роль сыграли в поддержке. Спасибо родителям, что смогли детей собрать и отправить с нами на соревнования. Это тоже определенные сложности, определенный этап в подготовке к соревнованиям. Ну, основная, конечно, работа по подготовке была проведена здесь, в Якутске, а там, именно в Красноярске, была в основном психологическая работа. Ментально подготовить детей, чтобы они были готовыми к несовершению ненужных ошибок. То есть справлялись, опять же, со стрессом, с волнением? Да, это очень сильное волнение, такие соревнования, там очень много спортивных, атлетичных команд. Ну, выступили хорошо, достойно. Ну, одно, наверное, из ключевых моментов успешной команды – это объединение, потому что нет-нет, все равно собираются, казалось бы, разные люди, их нужно объединить в одно целое. Это очень трудно. Как удалось это сделать? Ну, вообще, ребята у нас учатся чуть ли не с 1 класса вместе, друг друга знают, и не только на соревнованиях «Вызов первых» участвуют, и в других тоже соревнованиях принимают участие активное. Команда слаженная, прошли несколько этапов соревнований. Ну, в общем, очень хорошо друг к другу притерлись, и каждый знал, у кого какие сильные стороны, качества. Я так понимаю, соревнования из разных дисциплин состояли, и, соответственно, каждый спортсмен, условно, там, на 1-2 этапа был заявлен. Да, все совершенно верно. 3 дисциплины было. Были учащиеся, которые в одной участвовали, были участники, которые в 2-3 участвовали в дисциплин. Ну, так вот, как бы, как готовились, так и... Разношерстная сборная, в принципе, так оно всегда и бывает. Алена, вот тебе вопрос, а ты в какой дисциплине была заявлена? Я была по гимнастике, я сделала 23 сантиметра наклон вперед, и сложились.
суммировали суммы, и мы заняли какое-то. А у вас несколько от команды в гимнастике было или ты одна? Мальчик, девочка. Мальчик, Да. девочка. То есть Да. сумма вот двух Да. выступлений. Да. И вот возвращаясь к стрессу, да, то есть понятно была вот и психологическая поддержка и так далее. Но, тем не менее, может быть, ты для себя какие-то там секреты, как справиться со стрессом, волнением открыла вот в результате участия? Ну, я пыталась не нагнетать себя, а просто делать все прекрасно делать. У меня есть цель, я приехал Да. ее делать. У меня была цель, то, что надо занять хорошее место. Мы же не просто сюда приехали, а занять что-то. Ага. Вообще, в принципе говоря, про влияние вот таких соревнований, как участие в «Вызове первых», возможно, повлияло на развитие физической подготовки именно уже в рамках всей школы? Ну, вообще, данные проекты, массовые такие проекты, очень хорошо сказываются и в общем в школе. И сейчас вот мы привезли такой большой результат. В нашей школе не только по этому проекту «Движение первых» работаем, другие тоже проекты работаем, военно-патриотические, «Зорница 2.0». Тоже наши участники хорошо выступали на этом направлении. Ну а так вот с таким хорошим успехом, я думаю, будет еще больше желающих принять участие именно в этих проектах и в проектах «Движения первых». А вот, наверное, завершающий вопрос. После такого хорошего выступления у вас, как у наставника, не появилось ли вот такое ощущение, что теперь и ответственность за спортсменов больше стала? Да, я об этом тоже думал, потому что мы ехали туда побеждать, конечно. Мы заняли 2-е место. Это большой груз, но ребятам я как бы сказал, что на этом останавливаться не надо. И раз мы не заняли 1-е место, значит, у нас есть повод еще приехать и забрать 1-е место золота. Уже начали готовиться к этому моменту? Да, уже потихоньку в голове прокручиваем, как, что, и, ну, еще пока каникулы, учебный год начнется, и будем планомерно готовиться. Ну, Евгений, Алена, спасибо вам, поздравляю вас с успехом. В любом случае, это успех, ну и желаю, да, достичь вот этой цели, начать готовиться, и следующий вызов первых уже с 1-м местом, со все медали вообще просто забрать. Вот. Ну а вам, дорогие зрители, мы желаем, конечно же, чтобы сегодняшний день у вас все цели были достигнуты, которые перед собой поставили, и просто день на хорошем настроении у вас прошел. Завтра мы вновь встретимся в этой студии, будем встречать день завтрашний. Ну а на сегодня удачи, будьте здоровы.